mała sila Abu ya horjach nawa Amon dai khayjun Fen blajay khash kudwam Akhamar farra Мы продолжаем наш цикл «Древо жизни». Дело в том, что сам образ древа жизни, применительно к остинской традиции, это яблоня нартов, как мы с вами установили. Он, помимо жизни, уже включает и обратную сторону, он включает и смерть. И если мы внимательнее, да, более подробно вот этот образ яблони нартов попробуем обсудить, то мы заметим, что там есть детали, которые для современного человека будут во многом неожиданными. Вот это чудесное яблоко, которое растет, да, за которым прилетают дочки Донбеттера, оно фактически яблоко бессмертия. Мало того, что оно золотое, оно еще и созревает ночью. Это то, что идет вразрез с обычным житейским опытом человека. Растение для того, чтобы плодоносить, оно нуждается в солнечном свете. А здесь наоборот. И яблоня эта окружена забором из оленьих рогов или кольями, на которые насажены головы тех, кто не смог это дерево защитить. Акшар, Акшартак, они стоят на страже, и, в общем-то, они тоже готовы убить того, кто вторгается, того, кто похищает яблоко. И Акшартак, более удачливый из братьев, он же ранит, да, эту голубку. Он потом идет к морю по следам крови, которая это проливает. Вот в этой двойственности образа древа жизни в нем воплощается, может быть, основное свойство самой жизни как таковой. Если мы говорим о растениях, животных, людях, они все обречены на гибель, они все обречены на тлен. И, говоря по-другому, жизнь, она неизбежно ведет нас к вот этому всем хорошо известному финалу. И потому в образе древа жизни не может отсутствовать вот эта составляющая. Более того, вот это разграничение, оно настолько важно, что в культуре оно существует не только вот в таком виде, когда жизнь и смерть сводятся воедино. Культура эти две составляющие древа жизни, она их разводит. То есть культура знает еще и древо мертвых. И вот об этом древе мертвых мы сегодня будем говорить. И будем говорить об эпической версии, об обрядово-ритуальной и даже о художественной литературе. Если говорить об эпосе, то в эпосе есть такое известное дерево Аза-Балаш. Оно фигурирует в цикле Сослана, когда Сослан хочет жениться на дочери Уаигов, то в качестве Колыма, да, вот по-астински Ирад, ему ставят условие там столько-то оленей, и в том числе 4 листа с дерева Аза, которое растет на том свете. Сослан – это не тот герой, который пасует перед трудностями. Он смело отправляется на тот свет. В мифологии посещение того света называется катабасис. Пример – сюжет Орфея и Эвридика. Да? Орфей, древнегреческий музыкант, он влюблен в Эвридику, она умирает, и он отправляется на тот свет, чтобы с того света ее вывести. А здесь
путешествие на тот свет, оно связано вот с этим деревом. И на том свете ему помогает его предыдущая умершая жена. Потому что это не так просто. Эти 4 листа он должен посадить по краям четырехугольного замка. Этот четырехугольный замок – это вот такая проекция мира в горизонтальной плоскости, стороны света. И в то же самое время вот в этой четырехчастной структуре, да, север, юг, запад, восток, в этой четырехчастной структуре мифологи еще видят и 4 возраста человека. То есть это рождение, это рост, это расцвет и затем деградация, то есть смерть. Эти же 4 фазы связываются с суточным солнечным циклом. То есть восход, зенит, закат и надир. Надир – это полночь, когда солнце находится на том свете. И вот так это древо мертвых, оно выводит нас на представление о жизненном пути человека. Суслан хочет жениться, это особый этап жизни человека. И он отправляется на тот свет, чтобы получить листья этого дерева. И если попытаться определить, да, о какой породе дерева идет речь, то обычно исследователи идут таким путем самоочевидным. То есть они опираются на имя дерева. Можно пойти другим путем. Он, мне кажется, даже более плодотворным, потому что он исходит непосредственно из традиции. Дело в том, что в поминальной обрядности осетинской тоже известно дерево мертвых. Это так называемый алам. То есть это сосна, это в каком-то смысле вот елка, которую украшают. Это комплекс ритуалов, связанных с Новым годом. Да, вот людям, умершим в течение прошедшего года, на кладбище несут вот это дерево, украшенное сладостями, конфетами. И по большому счету, это вот и есть древо мертвых. И идея в том, что это древо должно плодоносить. А выбор сосны, да, или ели, он тоже очевиден. Потому что ель – это вечно зеленое дерево, которое не участвует в смене времен года. Такая характерная особенность, которая, в общем-то, сегодня малозначима. А для общества земледельческого, скотоводческого все эти приметы, они очень важны. И поэтому они внимательно, чутко постигают вот эти свойства растений, трав, ну, и животных тоже, конечно. И в этом случае ель, она соответствует вот этому представлению о вечности. Да, вот уход в иной мир как приобщение к вечности. И дальше, конечно, нужно сказать и об осетинской обрядности в тризне, то, что по-осетински называется хишт, да, или поминки. И в них мы находим образ вот этого древа жизни и смерти. Мы с вами уже говорили, что обрядовым субститутом, заместителем древа жизни в осетинской обрядности являются пироги. Но в случае с радостным, да, молением пиршественным, пирогов 3. Они раздвигаются перед началом. Это вот такой способ создания энтропии, такая искусственная хаотизация. Но она очень ограниченная, контролируемая, дозированная. С этой точки зрения треугольные пироги орцозехонта, да, они тоже работают на этот образ. Они расположены друг на друге, у них нет внешней границы, у них нет периферии. То есть там как бы вот эти зияния, которые призваны впустить энтропию, обеспечить плодородие.
треугольные пироги, они связаны с земледельческими культами. Вилен Савельевич Варзиати в своих работах, он отмечал, что треугольный пирог по своей форме, он похож на лемех, то есть это железная часть наконечника сахи. Да, саха – это более примитивное такое сельскохозяйственное орудие. И поэтому в качестве ритуально значимых частей тоже используется трижды, как бы повторяется шашлык из внутренности, ширфенбау. То есть все направлено на обеспечение плодородия. А во время траурного застолья пирогов бывает два, и они не раздвигаются, потому что энтропия уже присутствует. То есть смерть человека – это вторжение хаоса в пространство социума. И задача вот эту естественную энтропию, да, вот по-астински называется жан, да, то есть жан – это и покойник, но жан – это же и ущерб общине, да, роду человеческому, родственникам, семье наносится вот этот ущерб. И нужно каким-то образом найти равновесие между жизнью и смертью. И не случайно вот в этой поминальной обрядности основная числовая составляющая предполагает парность. Либо 2, либо 4, вот, когда подходят, выражают соболезнования. И постоянно происходит вот это разграничение того и этого миров. В астинской традиции оно очень хорошо известно, и оно находит выражение в паре Мангдуния-Асагдуния. То есть Мангдуния – это вот тот мир, в котором мы живем. Этот мир призрачный, мир ненадежный даже, вот, да, предательский. А потусторонний мир – это мир истинный, Асаг. И это представление, я думаю, связано с тем, что на том свете каждому воздается по его заслугам. То есть на том свете царит справедливость. А в этом мире справедливости нет. Вот это разделение на два мира, оно четко представлено даже в том, как садятся за стол участники этой поминальной тризны. Первая особенность характерная – то, что не бывает старшего. То есть место старшего наверху, оно отсутствует. Если исходить из такого общеэтнографического материала, в частности славянского, то это место старшего, условно, конечно, да, занимает сам покойник. И не случайно, когда вот ближе к завершению представитель старшей фамилии, да, он бывает третьим старшим, он благодарит всех, благодарит соседей, благодарит тех, кто пришел выразить соболезнования, то он зовет вот членов семьи, той семьи, в которой вот случилось это горе. И они как раз занимают это место. Они занимают место во главе стола. Перед тем, как пища кладется на стол, да, эта пища посвящается покойнику. То, что по-астински называется халарканом. Тем самым как бы участники тоже воспроизводят вот это разделение на тот и этот свет. То есть если смотреть сверху стола, то с левой стороны будут сидеть соседи и родственники. Да, вот Хазар, Мыкак, Ших. А с правой стороны будут сидеть те, кто пришел со стороны, чтобы выразить соболезнования. Они будут называться Арсавагадом. И между ними будет вот этот стол. Сначала, конечно, они поручат себя как бы воле Всевышнего, скажут, попросят, чтобы и радостные события, значит, вот и печальные, они все были под его покровительством, чтобы смерть никогда не приходила раньше срока. И будет чередование, значит, вот этих тостов во здравие и за упокой. И это вот то же самое разделение на тот и этот мир.
И когда будут говорить за упокой, да, Рухшак, то будут проливать капли на стол. И вот эти капли, да, это же тот самый ферментированный напиток, о котором мы говорили, да. Это река, которая разделяет два мира. Вот в древнегреческой традиции Орфей для того, чтобы попасть на тот свет, чтобы забрать Эвридику, ему нужно переправиться через реку Стикс. Там вот такой перевозчик Харон, который с одного берега на другой. А в славянской традиции эта река называется Смородиновая. И она связана не с привычной нам всем ягодой, но она связана с запахом. То есть это река смердящая. И смородина потому и так и названа, что она пахучая. И вот эта самая смердящая река, она разделяет два мира. И она воспроизводится во время обряда. А два пирога, которые кладутся на стол, это вот эти две ипостаси древа жизни. Это древо живых и древо мертвых. Фактически во время вот этого поминального застолья описывается путь души на тот свет. С одной стороны, происходит структурирование мира живых, да? То есть говорят за здоровье семьи, которую он оставил. Потом говорится за здоровье соседей. Ну, речь идет о так называемой соседской общине, ших, вот то, что по-астински. Затем говорится о здоровье тех, кто пришел выразить соболезнования. То, что касается поминальных, да, тостов, то высказывается пожелание обрести место, значит, усопшему в раю на том свете. И это место, оно обозначается как место светлое. Вот когда высказывается пожелание Рухшак, то предполагается, что там, на том свете, там вот владыка есть, Бараштар, и что там есть места более темные, как бы. А вот самое светлое – это место райское. И вот чтобы оказаться в раю, значит, рядом с Бараштаром, я просто вам напомню, да, что Солнце проходит 4 фазы во время суточного цикла. И вот эта фаза 3, когда Солнце на закате, оно по-осетински называется Марттехур. То есть это Солнце мертвых. И оно так называется не случайно, потому что с этим связан целый комплекс представлений. Считается, что душа усопшего в день похорон, когда тело предается земле, она отправляется на тот свет. Существует пограничная река, это вот линия горизонта. И существует единственное место, где находится дверь, через которую можно попасть на тот свет. Это место, где солнце закатывается за линию горизонта. Но успеть нужно до захода солнца, потому что когда солнце уже село, то дверь закрыта, и тогда душа ночью будет скитаться по этому свету. И поэтому Всевышний, он в последний момент солнце еще немножко задерживает, как бы перед тем, как окончательно оно опустится, еще дается как бы возможность успеть дойти. При этом все души, они идут одним путем, да, поскольку вход один, то они все идут вот этим путем. А та еда, которая готовится, да, которая посвящается покойнику, она по-астински еще называется фандаккак. То есть это как бы дорожная провизия, чтобы он, значит, в пути не испытывал никаких проблем с пропитанием. И даже вот такое пожелание высказывается, чтобы он разделил ее с теми, с кем считает нужным, чтобы никто из тех, кто недостоин, не заслуживает, да, вот от этой пищи доли не получил. То есть вот весь этот путь описывается. Дальше описывается то, что с ним будет происходить. То есть высказывается пожелание, чтобы он находился по правую руку от Бараштара, владыки вот этой
страны мертвых, чтобы он восседал на зеленой лужайке, чтобы он мог черпать воду из этого источника бессмертия. Но кроме того, вот говорится, что вот когда говорят Рухшак, говорят Жарондмарта, то есть те, кто уже на том свете. И тем самым предполагается, подразумевается, что он там с ними воссоединится. То есть он там будет не один. Мало того, вот в сюжете о Сослане, когда он отправляется за листьями этого чудесного дерева, то жена его учит, что когда ты войдешь, то к тебе навстречу выйдут дети. И они будут одеты неопрятно, у кого будет шапка на бекрень, у кого, значит, рубашка будет не заправлена, у кого чувяки будут надеты неправильно, не на ту ногу. Значит, ты вот все им исправь. Шапку поправь, значит, ремень, рубашку, чувяки. Потому что если дети не замолвят за тебя слово, то бараштр тебя не пустит. И вот эти дети, да, рано ушедшие, да, вот то, что по-осетински, опять же, называется сарткуагой, то есть те, кто покинул этот мир, не успев пожить, они тоже упоминаются, когда говорится о детях, которые, вот, допустим, раньше говорили о тех школьниках, которые погибли во время Урздонского наводнения. Поскольку традиция как бы всегда откликается на жизнь, то стали сейчас говорить о детях, вот, жертвах захвата Беслана. Кроме того, во время такого траурного застолья вспоминают тех, кто погиб в сражениях. И это тоже не случайно, потому что на том свете есть особое место, в котором пребывают души воинов, погибших в бою, нартов. И нарты там, значит, предаются пирам, вот, молодечеству, джигитовке. Картина получается, в общем, достаточно полная. И еще, вот, чтобы эту тему обрядовой традиции как бы дополнить, в осетинской загадке о проросшем зерне у нас присутствует образ алдара. Нахазары аштал алдары март. То есть вот покойник, он осмысливается в растительном ключе, в растительном коде. Жад по-осетински – это проросшее зерно для приготовления пива. В проточной воде зерно моют, потом раскладывают на влажной ткани, помещают рядом с очагом и затем ждут, пока зерно прорастет. Вот это тот самый образ смерти, чреватой жизнью. Потому что здесь важна идея перехода одного в другое. Смерть не конечна. Смерть – это условие, необходимое для того, чтобы жизнь продолжалась. Опять же, продолжая растительный образ, есть вот такой поминальный обряд, когда в свежесваренное пиво, посвященное покойнику, опускают красное спелое яблоко. И здесь вот эта идея зерна, рассады, которое должно прорасти. И на переходе от фольклора к литературе этот образ получил очень яркое воплощение в новелле Секагадиева «Азау». Да, это вот сюжет о разделенных влюбленных, которые были разлучены, и от тоски, значит, главный герой, он умирает. Его хоронят на кладбище, а его возлюбленная, которую, в общем-то, судьба уводит далеко от родного дома, которая живет с нелюбимым ей человеком, она все равно возвращается к нему. И возвращается, вот это интересно, насколько Секагадиев в плане этнографии абсолютно достоверен. Поведение его героев, оно, естественно, согласуется с традицией. Она возвращается
и идет проведать его во время так называемого Жардаваран. То есть это праздник, когда обновляют траву на могилах. И она идет, чтобы хотя бы увидеть его могилу, потому что она даже не знает, что с ним. Да, ей говорят, что его уже нет. И когда она приходит на могилу, она вот, значит, без чувств падает и в итоге испускает свой дух. Ее хоронят рядом. Вот такой растительный образ могильного камня, то, что называется сырсть. Вот сохранились этнографические свидетельства о том, что сырцы, они были и деревянными тоже, деревянными. И это дерево, оно как бы вырастает с того света. И оно своей кроной накрывает обоих, то есть оно соединяет влюбленных. И в этом, вот опять же, торжество жизни над смертью. И не случайно одно из пожеланий покойнику «Шишгарин талаташвас», чтобы он пророс золотыми побегами с того света. И в этом пожелании абсолютная уверенность в том, что торжество жизни над смертью, оно неизбежно. И это еще один гуманистический по своему характеру посыл, который давал жизнеутверждающие ответы на основные вопросы бытия.